Исанмасас, хотел поговорить насчет русского языка в Татарстане. Давайте. Нужен нам, татарам, что, вернее, делать нам, татарам, с русским языком, будущим независимым от русских оккупантов в Татарстане? Ведь в независимом Татарстане будет один единственный язык – татарский. Что нам делать с русскими, которые не воспринимают, не хотят учить и не будут учить татарский язык, не воспринимают нашу культуру, не любят, ненавидят нас? Ответ – ничего. Разве проблема русских о нежелании учить татарский язык, уважать нашу культуру, наш язык должна быть нашей заботой? Нет. Просто русский язык должен со временем с территории Татарстана исчезнуть полностью. У татар есть свой татарский язык. И обязательно должна быть своя письменность. В будущем это может быть алфавит на основе латиницы. Но самое главное, нам, татарам, как можно скорее необходимо перейти с кириллицы на латиницу. С русского некрасивого языка на татарский поющий, красивый, добрый, нежный язык. Почему? Мы живем в вибрирующей вселенной. Вот мы говорим, мы вибрация. А русский язык издает низкие, негативные вибрации, создающие проблемы на бытовом, так и на государственном уровне. Но самое главное, негативное и плохое – это то, что этот язык, как для носителя этого языка, так и для нерусского общества, создает условия, невыносимые для нормальной, созидающей жизни. Даже если и этот язык просто присутствует в повседневности, в обществе, где его не знают, не изучают, он действует также негативно. Давайте посмотрите, что делают русские в Украине, в стране, где просто хотели иметь свой собственный язык, свою собственную культуру, хотели иметь свое собственное будущее, строить сами свое будущее. Давайте посмотрим страны, которые находятся под влиянием русского мира, а значит и языка. Там происходят постоянно военные конфликты, плохая стагнирующая экономика, коррупция, беспредел со стороны властей, террор и геноцид местного населения, неважно какого, любого населения. Венесуэла, Куба, Сирия, Северная Корея, Таджикистан, Белоруссия, Кыргызстан, Молдова, Туркменистан, Армения, некоторые африканские страны и еще. Везде, где присутствует русский мир, где есть влияние его, везде происходит то, что я уже сказал. Теперь давайте посмотрим на страны бывшего СССР или страны Восточной Европы, которые изгнали со своих земель русский мир и наотрез отказались от русского языка и теперь просто процветают. Это Эстония, Латвия, Литва, Грузия, Азербайджан. Это вся Восточная Европа и весь цивилизованный мир, не знающий русского языка. Это страны Восточного блока. Не всегда и не у всех все гладко. Но вы представляете, несколько веков жить в плену. Конечно, не все сразу. Но у этих стран большое будущее. Поэтому татары
Татарстан должен как можно скорее убрать со своей жизни язык оккупантов, убийц, насильников с нашей святой для всех татар земли. Но в Татарстане на татарском радио будет обязательно вестись передача «Говорим по-русски». Длиться она будет ровно 1 минуту, как это было на «Эхо Москвы» для передачи «Говорим на татарском языке». Это было издевательство в высшей форме. Эта передача открылась после того, как этот мудак с Кремля запретил изучение татарского языка. Нам всегда запрещают, нас унижают. Пока наша страна не станет независимой, пока мы не обретем свободу, а мы ее обязательно обретем, мы будем жить в этом говне под названием «Русский мир». Татарстан обязательно будет свободен. Бигзур Ахмат.